Увеличение налогового снижения дотационности бюджета с 44% до 42%, а также увеличение доходов в консолидированный бюджет. Все это благодаря росту промышленности в регионе. В Ингушетии в 2023 году индекс промышленного производства составил более 117%. Это 4-е место в России. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 12,5 миллиардов рублей. Эти цифры глава Ингушетии озвучил президенту России, докладывая о социально-экономическом развитии региона. Владимир Путин поинтересовался, чем обусловлена хорошая динамика. Махмуд Али Калиматов рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности ингушского субъекта. Я смотрю, у вас растет промышленное производство. За счет чего? У нас было там свойственные доходы 3 с копейками, а сейчас у нас 9,2 консолидированный бюджет. И в этой части. И с долгами мы решили. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году. 131 миллион. И теперь у нас мы освобождены от мер бюджетного принуждения. И это очень важно было для республики, потому что мы можем теперь регулировать некоторые вещи в соответствии с своим бюджетом. И уже формы находить другие. Далее Махмуд Али Калиматов доложил президенту России, что республика работала над расширением мер поддержки инвестиционных проектов, благодаря чему республика смогла сформировать инвестиционный портфель на 40 бизнес-проектов. Я сам возглавляю инвестиционный совет. И могу сказать вам, что 40 портфелей. Последний раз рассматривали 7 пакетов портфелей, да? И у нас зашел инвестор строить сжиженный газзавод. Уже 10 станций будет в этом году построить сжиженную газовую. И для нас это очень важно было. В июне состоится очередное заседание Инвестиционного совета республики. Там будут рассмотрены 5 проектов. Инвестиционная привлекательность Ингушетии значительно выросла за последние годы. Субъект улучшил свои показатели по привлечению инвестиций на 24 пункта. Бизнес-сообщество высоко оценивает деятельность органа власти. Активная работа с инвесторами, качество специализированных интернет-порталов, постановка на кадастровый учет, доступность кредитных ресурсов. Все благоприятно сказывается на инвест-климат региона. В основном это, конечно, у нас нормативная база очень хорошая, мощная. Мы обновляем инвестиционное законодательство, предоставляем все налоговые и другие преференции инвесторам, в частности, и освобождение налога на имущество, предоставление земельных участков без торгов, признание проектов масштабными. Но в сфере законодательства работа продолжается. Объем налоговых поступлений от реализуемых инвестпроектов Ингушетии в 2023 году составил 118,5 миллионов рублей. Главным преимуществом Ингушетии остается географическое положение. Для развития промышленного сектора власти республики предпринимают ряд мер, в том числе обновление инфраструктуры, обеспечение доступа к новым технологиям, привлечение инвестиций. Индекс промышленного производства в целом за первый квартал 2024 года у нас составил 113,2%. Объем отгруженных товаров 4 миллиарда рублей или 186,7%. Это к аналогичному периоду прошлого года. То есть здесь цифры говорят сами за себя. И в этом году мы идем еще быстрее, большими темпами, чем в прошлом году. В республике функционирует механизм сопровождения инвестиционных проектов в режиме единого окна и сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая повышение инвестиционной привлекательности и улучшение промышленного потенциала региона. Полный комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого созданы региональные институты развития. В частности, Корпорация развития региона, Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции, бизнес-инкубаторы. Инвестору не нужно ходить по министерствам, ведомствам, собирать информацию, согласовывать свой проект. Он приходит к нам, служба одного окна, для начала. Мы консультируем его, показываем его инвестиционные ниши, показываем, какие поддержки оказывает регион, какие у нас льготы, преференции, какие земельные участки у нас свободные, и направляем его. По итогам мы, согласно регламенту, у нас есть перечень, он формирует пакет документов. Это стандартный пакет документов, учредительные документы, бизнес-план. Формирует этот бизнес-план и подает документы в Министерство экономики. И все.
Один из значимых проектов, который планируют реализовать в республике – элеваторный комплекс для хранения зерна. Его стоимость 340 миллионов, создадут 73 рабочих мест. Основным его направлением будет закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна. Бизнесмен отметил поддержку и эффективность сопровождения в режиме одного окна. Нами заключено соглашение с Министерством экономического развития. Если говорить поэтапно, то земельный участок уже определен. Проведены все изыскательные работы. Разработан бизнес-план. Проект на стадии проектирования уже оканчивает. Остро стал вопрос у нас по подключению инженерной инфраструктуры комплекса. В настоящее время совместно с ресурсообеспечивающими организациями ищем решение на уровне правительства республики. Проект будет обязательно запущен. Для нас это стратегическая задача. Будут созданы дополнительные рабочие места. Инвестируя в наш регион, мы инвестируем в надежное будущее. Глава Ингушетии на встрече с лидером государства сообщил о поддержке, оказанную регионам крупным и очень выгодным для республики, так и для страны проектом. Так, один из них по производству сжиженного природного газа в объемах 12 780 тонн в год. Для инвестора сданы в аренду площади на промышленной площадке в Карабулаке. В рамках программы по импортозамещению в республике компанией «Кальон» начато строительство завода по производству бытовой химии. Для нас это очень важно было. Кроме того, бытовая химия, она сама по себе, по всяким ситуациям мировым, то есть там ограничили, там что-то такое. Зашел к нам тоже инвестор. То есть первому и второму мы даем землю сразу, оформляем, сам присутствовал при закладке. Руководитель субъекта также отметил актуальность строительства в регионе завода по производству локальных очистных систем. У нас там частный сектор огромный, чтобы не загрязнять среду, землю, к нам зашел инвестор очистных сооружений, завод строит. Уже год работает цех полтора. И уже локальные очистные сооружения, то есть хоть на дачный дом, хоть на школу, все школы, Владимир, все детские сады, которые строятся, амбулатории, любое административное, пока учреждение, и они предполагают, и уже в проекте заложено очистные сооружения. Было доложено о создании в республике алюминиевого кластера. Ключевые предприятия, обеспечивающие наибольшую долю в сфере обрабатывающих производств, РИАК и РИАЛ. Единственные, выпускающие радиаторы для отопления и строительные профили из алюминия СК-ФО. Ежегодно РИАК выпускает до 10 тысяч тонн продукции. Налоговые поступления в бюджет региона более 21 миллиона рублей. Заводы не только производят оконную и дверную фурнитуры из алюминия, но сами изготавливают сырье, а также продают его другим предприятиям. Созданы сотни рабочих мест, и в планах у предприятия только наращивать темпы производства. Кроме того, у нас АТМ, это отопительные радиаторы, где-то 1 300 000, сейчас до 3 миллионов доводят. До 3 миллионов. Пластиковые эти трубы, которые у нас завод тоже любой формы, для газа, для воды, для всего. По прогнозам правительства Ингушетии, индекс промышленного производства в этом году составит более 107%. Региональный Минпромсвязи в рамках программы Фонда развития промышленности республики профинансировал 2 проекта на общую сумму 55 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены созданным алюминиевым кластером на реализацию проекта по производству оконных ручек. Министр промышленности и связи рассказал и о других проектах, которые поддержат в 2024 году. В этом году мы планируем профинансировать совместно с Фондом развития промышленности России на сумму 200 миллионов рублей и запустить его завод по производству санитарно-гигиенических средств, это Best Brand. Планируем расширение завода по производству полимерных труб ООО «Техстрой». Здесь также будут привлечены средства Фонда развития промышленности России. В этом году предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение нового оборудования и оплаты первоначального взноса по договорам лизинга. Подытоживая, хочу сказать, что у нас выстроены очень хорошие отношения с Минпромторгом России, с Фондом развития промышленности России.
И вот реализация всех проектов, это малая часть, которую я назвал, даст нам дополнительный импульс в развитии промышленности республики. На встрече с российским лидером Калиматов обратил внимание на вопросы, которые нуждаются в содействии на уровне федеральной власти, и подвел итоги работы в промышленном секторе. Промышленность мы просто создали условия. Я полагаю так, потому что я встречаюсь и приглашаю все ресурсные организации, когда я их приглашаю, и все контрольно, ну, смотрите, Ростехнадзор, вот я при бизнесе говорю, так, значит, давайте так, вот там, ну, разные ситуации возникают. Чтобы оккупировать их, я говорю, вот давайте, помогайте наоборот, мы будем помогать. Бизнес нам несет материальное и налоговое благо для республики. В ходе диалога с Владимиром Путиным были отмечены и другие показатели республики. Так, в Ингушетии продолжительность жизни выше, чем в других регионах страны, и численность населения подрастает. Вследствие этого вопросы с количеством мест в детских садах, в яслях, с посещениями в поликлиниках. Диана Дударова, Олег Зязиков, Новости 24.